Добрый день. Вы смотрите программу «Акцент» на портале esia.ru. Сегодня у нас в гостях Артур Моисеев, учитель истории и обществознания Якутской кадетской школы-интерната, победитель конкурса «Учитель года Якутии-2014». Мы поговорим о трудностях, с которыми сталкиваются молодые педагоги, и об образовании в целом. Артур Гаврилевич Моисеев, офицер-воспитатель, учитель истории и обществознания Якутской кадетской школы-интерната, победитель в конкурсе «Учитель года Республики Саха-Якутия» в апреле 2014 года. Будет представлять наш регион на всероссийском конкурсе «Учитель года России-2015», лейтенант кадетского корпуса. Артур Гаврилевич, большое спасибо, что нашли время, чтобы ответить на наши вопросы. Мы знаем, что в сентябре вы будете представлять республику на всероссийском конкурсе «Учитель года». Как сегодня идет подготовка к конкурсу? Помогают ли вам ваши коллеги и ученики? Подготовка к конкурсу идет. Он состоится 24 сентября этого года. Коллеги мне помогают и методически, скажем, и морально. Но не только коллеги, и все, кто меня знает, моя семья, мои близкие. Ну и дети тоже, думаю, пока они не учатся, учебный год не начался, но я думаю, что они тоже морально со мной. Артур Гаврилевич, скажите, пожалуйста, как вы считаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы быть настоящим педагогом? Ну, думаю, что нужно иметь любовь к этой профессии, наверное, желание, главное, осознанно подходить. Ну и любить детей. Каждый день ты работаешь с ними, и твоя работа — это, по сути, твоя жизнь, получается. И если ты приходишь, делаешь каждый день что-то с нелюбовью, ты так и проживаешь свою жизнь, можно сказать, что с нелюбовью. Как вот именно к вам пришла любовь, да, к этой профессии, и когда впервые задумались о том, что будете учителем, и почему именно и история и обществознание? Если начать с конца, то почему история и обществознание? Потому что я закончил исторический факультет ЯГУ, Якутского государственного университета. И после окончания уже получил специальность учителя, преподавателя истории и обществознания. А про любовь это к профессии, это такой тоже, скажем, наверное, не линейный, не всегда поступательный процесс. А проходит он, и сейчас он даже, наверное, не завершился. Я не могу сказать, что я прямо 100% я понимаю, осознаю. Это процесс, наверное, бесконечный, но постепенно оно приходит, это осознание, скажем, что ты занимаешься тем делом, которым хотел бы заниматься. Еще в школе решили, что будете учителем? Или в студенческой пору уже, когда были абитуриентом? Честно говоря, я никогда не встречал таких людей, которые говорили бы, что они хотят связать свою дальнейшую жизнь со школой. Это единицы, я таких, честно говоря, таких людей не встречал. Даже в университете я таких людей тоже практически не встречал. Поэтому, иногда, может быть, не ты выбираешь профессию, а профессия выбирает тебя. По такому принципу. Сложно объяснить, но постепенно затягивает, и ты понимаешь, что это вот твое. Наверное, так. Артур Гаврилевич, как считаете, какие сейчас проблемы в образовании есть? Те же самые проблемы, которые были всегда. Я думаю, что сейчас образование Российской Федерации в целом и Республики Саха-Якутия, оно модернизируется в стадии реформирования, внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов. Я думаю, что проблемы остались такими же, и мне сложно сказать, какие это, может, конкретно проблемы, да? Например, по внедрению ФУГОС, например, федеральных стандартов. Постепенное овладение методическим достаточно сложно для простого учителя, понимание каких-то моментов. Вот, может, в этом. И вообще образование во всем мире, оно реформируется, и надо подстраиваться. Если мы сейчас, в данный момент, не шагнем вместе со всем миром, да, скажем, да, то мы останемся. Вот в этом может быть сложность. И как всегда, мне кажется, проблемы школы, они всегда, наверное, были. Овладение, например, методическим, да, например. Дети сейчас, может быть, в этом проблема. Изменение общества в целом, завышенные требования, интенсивная конкуренция уровня нашей жизни, например. И более высокие требования предъявляются для учащихся уже с начального класса, не говоря уже о выпускниках. Сдача тогда, единого государственного экзамена тоже определенные трудности вызывает. Вот в этом, наверное. Вы заговорили о едином государственном экзамене. Как вы относитесь? Думаю, что мое отношение не меняет что-то в этом экзамене, но я не считаю, что это каким-то негативным или каким-то элементом. Это естественный процесс, потому что есть в нем и негативные стороны, есть и положительные на самом деле. Но это
тоже часть, мне кажется, реформирования образовательной системы. Мы не можем уже от него отказаться. И мне кажется, что просто надо входить нам в это и функционировать. Ну, а если вот, например, вернуться к конкурсу «Учитель года», да, как конкурс проходил у нас в республике, да, и почему, как вы считаете, почему именно вы одержали победу? Конкурс в республике проходил у нас в апреле 2014 года на базе Института развития образования. Конкурс вообще федеральный, проводится, ну, под, скажем, конкурс — это Министерство образования и науки Российской Федерации. Наш, получается, республиканский — это региональный этап. У нас было около 30, более 30 участников с каждого, практически с каждого улуса Республики Саха-Якутия. Ну, тоже сейчас мне достаточно сложно сказать, сложно себя объективно оценивать, почему я победил. Если бы я знал бы, почему я победил, да, то мне сложно сказать. Но думаю, что главное оставаться самим собой по жизни, вот и все. Достаточно трудно начинать. Как вы считаете, какими правилами, да, должны руководствоваться начинающие педагоги? Начинающие педагоги, да, я согласен. Молодым начинающим педагогам очень сложно на самом деле, потому что, ну, в последнее время вот, престиж учителя, он поднимается, да, но в наше время, когда мы учились в университете или там в школе, то этой профессии был очень низкий, да, престиж. И когда человек, мне кажется, самое важное для молодого учителя — это какие-то психологические проблемы определенные, что, может быть, он в какой-то степени там, ну, не состоялся, возможно, там, его профессия не столь престижна, ну, на первый взгляд, скажем, поверхностный взгляд. На самом деле профессия учителя, она очень имеет огромное значение. Просто я не буду сейчас говорить, какое значение она имеет, но и какие проблемы могут, ну, жилищные, может быть, да, бытовые какие-то проблемы, например. Если специалист молодой едет, например, в деревню, там, может там жилищные условия не устраивать, низкая заработная плата. Но и все же надо, мне кажется, осознание, да, понимание своего места в этой сфере, скажем, твое или не твое, определиться, вот, наверное, самое сложное, мне кажется. И как только ты определишь, как только ты поймешь, то тебе станет легче. Я не думаю, что они стали меня больше любить, но это дети, им на самом деле не имеет такого большого значения твои регалии, там, а большее значение имеет отношение твое к ним. Если оно не изменилось, то они, ну, возможно, они могут сказать, там, что, там, или похвастаться, там, но на самом деле в глубине души для них это не имеет значения, на мой взгляд. Так. Я не думаю, что они стали меня больше или меньше любить. Расскажите, пожалуйста, о своих планах и что бы вы хотели реализовать в своей школе. Планы какие? Продолжать работать в таком же, ну, режиме и темпе, скажем. Улучшаться, подходить, все время улучшать, профессионально расти. И мой профессиональный рост, он будет отражаться положительно на учениках. Уважительное отношение к ним, больше понимать, больше входить в их положение, больше укреплять взаимодействие с друг другом. Вот, я думаю, в этом направлении. То есть самое главное развитие, наверное, в взаимоотношениях между людьми, между учеником и учениками, и учениками между друг другом. То есть вот это важно на самом деле. Учебный год начался. Какие пожелания у вас для учащихся и педагогов школ? Для учащихся, ну, чтобы этот учебный год прошел как можно продуктивнее, с большей пользой. За лето отдохнули, набрали сил, позитивно смотреть на жизнь и верить в себя, все. И для учителей, ну, чтобы тоже действительно, профессия сложная, тоже наберитесь сил, позитивно подходите к своей работе, верьте в свою профессию, верьте в детей, и пускай там каждый себе сам, что пожелает, сбудется. Спасибо, Артур Гаврилович, что пообщались с нами. Желаем вам победы во всероссийском конкурсе «Учитель года». Это была программа «Акцент». До встречи на следующей неделе и всего доброго.